В настоящее время в отношении меня творится настоящий беспредел в так называемом современном Казахстане, о котором я хочу с вами поделиться. Заманауи Қазақстан төріндегі заңсыздық, тіпті бассыздық деуге болады. Егер мына кейіпкеріміздің айтып отырғанда рас болса, біздің елде кез келгенімізді соттатып жіберу оп-оңай сияқты. Армысыздар, эфирде Хақ медиа арнасы. Біз бүгін Алматыдағы үлкен қылмыстық даумен құқық қорғау органдарының немқұрайлығы ашығына келгенде бассыздығы туралы айтпақпыз. Біздің редакцияға Қазақстан полицейлерінен жәбір көрдік деп Ресей азаматтары хабарласқан еді. Басқа түскен мәселені өздері айтсын. Небезызвестная в Алмате гражданка Лилия Аношина вместе со своим юристом, директором клиники Эльфастом Татьяной Беловой, обладающей связями в прокуратуре города Алматы и полиции города Алматы, считают, что они могут творить то, что они захотят. В один день меня, гражданина Российской Федерации, просто похитили в центре города Алматы и начали предъявлять мне, что я якобы являюсь мошенником. А знаете почему? Я вам расскажу. Потому что неизвестное мне лицо по имени Даурен Аскаров отправил на мою карту банка Каспия денежные средства в размере 1 миллион тенге. И почему-то сотрудники полиции приехали к моей квартире, ну, так сказать, для моего задержания, примерно минут за 15 до того, как эти деньги поступили на мой счет. Кроме того, вот так вот совпало, что за 1,5 часа до этого ровно таким же образом был похищен мой знакомый по имени Илья, у которого как раз данная карта Каспи и была. И сотрудники полиции города Алматы эту карту у него за 1,5 часа до отправки перевода изъяли. Удивительное дело. Вы понимаете? Видимо, сотрудники полиции города Алматы наняли экстрасенса, который помогает им вычислять, куда идут денежные средства. Я гражданин Российской Федерации, приехал в Казахстан к своему товарищу Владиславу Лихачеву 11.04.24 года. 23 числа попросил Владислава банковскую карточку Каспи банка, чтобы оплачивать свои нынешние расходы на территории Казахстана, так как российские карты здесь не работают. 24 числа мы с Владиславом пошли в торговый центр «Форум» для совершения покупок. Из «Форума» поехали как раз по адресу проживания, как раз в Нурлутау. Забыли один пакет в машине. Владислав пошел в сторону дома, я вернулся к каршерингу, чтобы взять покупки. Когда я открывал машину, у меня на телефоне начались сбои, и в это время подъехала Toyota Camry, из нее выбежали 2 мужчин, быстро показали мне удостоверение, выхватили из моих рук телефон и сказали, что якобы телефон разыскивается, его здесь украли в этом районе. Я сказал, ничего не знаю. Через секунд 15-20 они взяли меня за обе руки и потащили в машину. Я начал кричать, говорить людям, помогите, потому что я не понимал, что происходит. Они посадили меня, и мы стояли около дома минуты 2-3, а затем поехали в отделение, в департамент полиции. Осы кезде Владислав Алматыдағы адвокатын іске араластырады. Он, соответственно, в поисках бегает, и потому что молодой парень не очень хорошо знает город Алмату, и, соответственно, Лихачев обращается к СБ торгового дома. Охрана ему там через, как он говорит, увидел, что его уводят какие-то 2 мужчин. И, соответственно, он звонит мне и говорит, что делать в таком случае. Я говорю, звоните на 102, заявляйте факт похищения человека. По-другому здесь не расценивается. Почему? Потому что до этого Аношина как раз вот такие угрозы выставляла ему. На WhatsApp, в Телеграме канал,
от своего имени, она просто прописывала вот эти свои угрозы, конкретно прямые угрозы. И, соответственно, он позвонил, сказал, что вот человека похитили и так далее, но сам стал опасаться из этих угроз и попросил, сказал, что я могу с вами встретиться, я хочу все свои документации, протоколы, все сведения, которые мне сейчас важны в отношении Аношиной, предоставить вам, чтобы на хранение, потому что я боюсь, что меня тоже сейчас так же похитят, как и Илью. Я согласилась, но и мы с ним встретились у себя по адресу микрорайон ЖТСУ 3, значит, и по данному адресу я там проживаю, это не мой офис. Значит, мы обсудили все вот эти моменты, тонкости, как теперь дальше нам быть в части вот человека, которого похитили. Туда меня привели, в департаменте выключен был полностью свет, меня завели в кабинет, сначала начали допрашивать, ознакомились с моим телефоном еще в машине, забрали у меня как раз еще в машине водительские права и карточку Владислава Каспибанка. Меня задержали примерно в 14:55, а вышел я уже из Алмалинского УВД на следующий день примерно в 9 часов вечера. То есть порядка там 30 с лишним часов нас держали. В департаменте полиции, вот еще в первом, меня просили написать несколько объяснительных, откуда я знаю Владислава. Сказали то, что Татьяна Белова, что-то было с Татьяной Беловой, якобы она влиятельный человек, очень у нее большие связи. И затем начали они говорить про головы, которые, вот пару дней назад был в телеграм-канале «База», были выложены про свиные головы, то, что Лилия Аношина отправляла Владиславу и его адвокатам. Почему-то подумали, что я возил эти головы, начали мне давать пощечины, избивать, за волосы хватать. Бұл уақытта басты жәбірленуші Владислав Лихачев адвокатының үйінде отырып, полицейлерді сол жерге шақырады. Тез келудің орнына тәртіп сақшылары іздеген адамына 2 сағаттан соң келіпті. Келген 2 қызметкер куәлігін көрсеткен соң, адвокаты өз көлігімен тиісті полиция бөліміне апаруға бекінеді. Но когда мы приехали в Алмалинский РОП, то у нас возникли другие ситуации. Рядом со мной сидел вот данный сотрудник, второй я не знаю куда исчез, а я сидела за рулем. Сзади сидел мой подзащитный Лихачев. И в процессе разговора бесконечно сотрудник что-то делал в своем сотовом телефоне. Но было видно, что он вел какую-то активную переписку. Заинтересовался мой подзащитный, который сидел сзади, он, соответственно, поднимает голову, рассматривает и видит на аватарке фотографию Аношиной. То есть отсюда следует, что сотрудник, видимо, сидит в одном чате с этой Аношиной, которая является заказчиком, как мы думаем, поскольку все так складывается к этому. И он, боясь за свою безопасность, он отказывается идти писать заявление и прочее. Но сотрудник настаивает, я говорю, хорошо, у меня есть доверенность, давайте я пойду, и мы идем с ним вместе в Алмалинский РОП. Но нас встречают другие сотрудники, которые были готовы, и они пробегают к моей автомашине, как будто к себе домой, начинают мою автомашину открывать двери, дергать мою дверь. И, соответственно, пропали у меня еще в машине ключи. Почему-то они думали на эти ключи от квартиры Лихачева, возможно, они так полагали. Забирают эти ключи, выдергивают Лихачева с моей машины. Там никаких нету правовых разъяснений и так прочее. Бәрін дүрліктіріп, жаппай қамауға алуға басты. Себепкер бір адам екен. Заявительницей является Белова. Белова, значит, подала заявление в Бостанырский РОВД в части о том, что ей был нанесен ущерб на огромную сумму денег, а именно были проданы те автомашины якобы на территории России, и в этом она обвиняла моего подзащитного Лихачева Владислава. Уже больше года я пытаюсь вернуть похищенные у меня автомобили стоимостью больше $1,5 миллиона, которые гражданка Лилия Аношина и Татьяна Белова похитили, присвоили, продали и заработали деньги на мне. А суть их взаимоотношений заключалась в том, что
В период санкций, когда, значит, российским гражданам, значит, были выставлены санкции, они не могли заниматься предпринимательской деятельностью. Это как бы препятствовало им возможность закупать автомашины, кое-каким, значит, занимался видом деятельности непосредственно Лихачев. Он закупал автомашины за границей, а потом перепродавал на территории России. В данном случае он прибегнул к такому методу, хотел обойти эти санкции и, соответственно, обратился к своей бывшей теще Аношиной. И Аношина ему рекомендовала Белову. В общем, деньги перечислялись Аношиной. Это подтверждается платежками, со всеми, значит, финансовыми документами. Вот эти вот финансовые документы были представлены в Бостандовский РОВД вместе с заявленным ходатайством о том, чтобы они отменили приостановленное производство по делу по заявлению Беловой, которое находилось с 2022 года, и никаких мер следственных действий не производилось. Просто дело, в общем-то, находилось в замерзшем состоянии, честно говоря, под мотивацией, что якобы не могут установить тех лиц, которые виновны. Но, по сути, они данное дело заморозили по тем основаниям, что Беловой было выгодно находиться в статусе потерпевшей, для того, чтобы не возвращать денежные средства моему клиенту Лихачеву. И всеми путями они пытались каким-то образом обойти возможности дальнейшего предъявления в рамках уголовного, гражданского со стороны Лихачева претензий о возврате неосновательного обогащения денежных средств. Басқаны былай қойып, аты аталған екі келіншек Владиславтың бұрынғы таныстарын да былыққа араластырыпты. Мы с Владиславом 5 лет примерно не общались, потому что в 2019 году у нас был там общий бизнес, можно так сказать, и в результате него мы поссорились и не общались. В марте этого года на меня вышла его бывшая теща, то есть Лилия Аношина. На тот момент я не знал о том, что они в разводе, потому что мы не общались с Владом очень долгое время. Соответственно, она предложила, так сказать, немного ему отомстить, потому как она заявила, что он там ее кинул и все остальное. В общем, ввела в заблуждение, говорит, вот, там, отвези ему 2 коробки, ему там, и адвокату его в Москве. И как бы прилетай в Алмату, и мы тебе тут там отблагодарим, там все компенсируем и поможешь нам еще там в Алмате. Соответственно, когда я прилетел в Алмату, естественно, там у нее началось, что, мол, давай дадим показания на Лихачева, что он там мошенник, что он у меня украл там машины, придумай, что ты там, скажи, что ты знаешь незаконное о нем, или... Вот, соответственно, я ей говорю, как бы я ничего незаконного о нем не знаю, потому как закон он не нарушал. Да, ну и мы давно не общаемся, естественно. Лилия Аношина, Татьяна Белова, пользуясь своими связями, в открытую занимается фабрикацией уголовного дела, подделкой переписок, о которых я хочу вам рассказать. Примерно 3 дня назад мой адвокат в Москве получил сообщение от меня же, в тот момент, когда я находился рядом, и никаких сообщений не отправлял. Указанные сообщения свидетельствовали о том, что я якобы хочу отказаться от претензий к Лилии Аношиной. Это полное вранье. Она у меня до этого там обманным путем, скажем так, взяла данные от электронной почты. Я, естественно, не знаю, для чего, для каких целей ей это нужно. И она подала от моего имени заявление в полицию онлайн. После этого я уже связался с адвокатом, с Владиславом, вот. И мы с ним, с адвокатами, начали это все дело обсуждать, поняли, что она обманным путем эту всю историю совершила. Вот. Мне Владислав дал адвоката, мы с ним написали сразу же опровержение в полицию, то есть подали еще одно заявление, где описали, что гражданки Аношина и Белова обманным путем получили доступ к электронной почте и направили заведомо ложное заявление. Ал полиция ұстап, әкеткендердің басынан кешкендері криминалдық фильмдердің дайын сюжеті іспетті. Следователь Аль-Фараби начал задавать вопросы, что я делал в Казахстане, откуда знаю Владислава, и потом оказалось, что спросил меня про перевод на банковскую карточку, которую вот у меня изъяли. Якобы на нее был переведен 1 000 000 тенге. И показал мне скриншот, когда то, что был сделан перевод, написано в 16:32, но с 15:00 я телефоном своим владел ровно 1 минуту, когда звонил Владиславу и скинул брату геолокацию, что вот я нахожусь здесь, и все.
Все остальное время телефоном владели опера. То есть, оказывается, у нас система есть такая работа, я пока еще не понимаю эту систему, что сначала обеспечивают подозреваемого, а потом обеспечивают уже потерпевшего. Потому что если денежные средства он перечислил только в 3 часа, там, в 15 с чем-то, то каким образом он написал заявление? То, соответственно, по времени хронологии он должен был написать это, ну, хотя бы через полчаса. Но это уже время позже. А вопрос стоит, Илью когда задержали? Потому что по фиксированию телефонного звонка, который был сделан Лихачеву о похищении на 102, он, соответственно, фиксируется к часам после 12 часов. То есть разница во времени. И вот это вот обстоятельство на сегодняшний день, что у них не сложилось обвинение, предъявляемое Лихачеву, в силу того, что по времени идет несостыковка, понимаете? Это же вообще, когда это было так, что потерпевший появляется позже, чем задержали подозреваемого, понимаете? Ну, я знаю, что деньги поступили якобы от Даурена, который вот на следующий день приехал, это потерпевший. И он, когда приехал, требовал 1 000 000 тенге сверху от Владислава и меня. И мы услышали эти требования, договорились с Владиславом, то, что вот мы сейчас и с потерпевшим, что мы сейчас поедем за деньгами, отдадим деньги ему. Но в это время нам дали мой телефон связаться как раз с адвокатами, и все адвокаты Владислава сказали то, что это обман, и нас посадят за взятку, поэтому деньги не давать. Бұл кеңесті берген адвокат полицейлердің айтқанына еріп 2 миллионды апарғанда бәрі бітіп еді дейді. Пара бермек болды деп айыптаса, осы күнге дейін жинаған дәйектің бәрі түкке жарамсыз болып қалу мүмкін еді. Но в данном случае, получается, почему-то у Белова принимают, и никаких доказательств источника происхождения данных денежных средств они не устанавливают. А мы на сегодняшний день, то есть на момент, когда вот перед нашим происшествием 24 числа, мы предоставили весь пакет документов для того, чтобы, значит, сведения, которые предоставляла, возможно, они являются поддельными, возможно, а может быть их и нету, но предоставили свои доказательства о том, что Белова не является потерпевшей, ей не нанесен никакой ущерб материальный. Напротив, Белова является соучастником, значит, тех действий, которые нанесли ущерб непосредственно моему подзащитному Лихачеву. Моему московскому адвокату Сергею Савицкому написал мой поддельный аккаунт, имитирующий мое имя, который якобы говорит, что я хочу закончить нашу с ней борьбу на невыгодных для меня условиях. Естественно, это полное вранье. И все прекрасно понимают, кто стоит за этими сообщениями. А этот же аккаунт я нашел в Телеграме и увидел, что к нему привязан казахский номер телефона. Вот. Кроме того, с этого аккаунта поступали сообщения Даурену Аскарову, который незаконно перевел на мой номер телефона 1 000 000 тенге с целью фабрикации уголовного дела. Содан бірнеше рет қоңырау шалып, ақыры тілдесудің сәті түсті. Алло. Алло. Татьяна, это вы? Алло. Татьяна, зачем вы... Не успел. Только что в прямом эфире Татьяна Белова ответила на мой звонок, который был адресован на фейковый аккаунт в Телеграме. Қарапайым адамның басы жеткен осындай әдісті тәжірибелі тергеушілер қалай ғана жүгінбеген. Сұрақ көп, жауап жоқ. Я вот считаю, что сотрудники Бостандовского РУВД тщательно пытались скрыть факт вот это вот по материалам дела, потому что я, вот как сейчас до этого говорила, у них цели были иные. Им хотелось просто оказать давление на Лихачева. Я скажу, из каких фактов, что давление на Лихачева пытались оказать. Шли публикации, есть WhatsApp-переписки, которые у нас оформлены в соответствии ПК в протокольной форме. Вот они у меня сейчас на руках, где Аношина и Белова признают и оказывают давление на Лихачева, что ты, мол, давай перестань требовать деньги, там, перестань вот гонения за нами устраивать, и угрозы идут. И, кстати,
пытались задействовать, там они открыто пишут еще те факты, что они купили нашу казахстанскую, какая-то их выражение, ментов казахстанских, которые готовы продать собственную мать. Они так и пишут, понимаете? Вот такие вещи. Ал тергеу барысында полицейлер өз дегеніне жету үшін ештеңеден тайынбаған сыңайлы. Один из них постоянно мне угрожал, если я сейчас не напишу на Влада то, что он мошенник, обманывает людей, то он меня будет начнет избивать. Якобы он, цитата, «могу вырубить человека одним ударом в печень». И если я сейчас не напишу, я вместе с ним сяду, и мы сделаем еще 1000 таких переводов от казахских бабушек, и что вы, 2 русских мошенника, обманываете наших пенсионеров. На что я сказал, что я не буду давать показания. Ильяны ғана емес, Владиславты да ұрып соққан көрінеді. Оның дәлелін басқа емес, бәрін ұйымдастырды. Делінген анаушының өзі Лихачевтың адвокатына жіберіпті. На почту данного адвоката отправляются снимки, где был, то есть в изоляторе, где всю ночь проночевал Лихачев. Его фотографируют там с нанесением телесных повреждений на теле и отправляют Аношиной. Аношина, в свою очередь, скидывает это адвокатам и говорят: вы не хотели со мной сотрудничать, это в тексте, дословно не могу сказать, но я вам текст предоставлю, где Аношина говорит, что вот ваш Лихачев задержан, вот, сейчас находится в изоляторе Алмалинского ОП, и ему, значит, предъявляется вот обвинение в совершении мошенничества. Мы, вот как обещали, у нас так и получилось, вот, значит, Лихачев находится у нас. Но когда Илью тоже утром задерживали, когда он заявлял по 102, звонил на 102, там тоже была ситуация интересная. Ему на телефон поступали сообщения: вот мы твоего взяли, иди с нами на примирение. Вот такие были требования выставлены. Но Лихачев занимает принципиальную позицию, он хочет дойти до истины. Бұл оқиғаның шытырманы мұнымен бітпейді. 2 адам қамалып, адвокаты құқық қорғау органдарының табалдырығын тоздырып жүрген уақытта басқа оқыс жайт тіркеліпті. То в этой части параллельно происходит еще другое. В квартире, в котором проживает непосредственно Лихачев, Нурлытау, какие-то неустановленные лица, мы это видеозапись взяли, проникают в его квартиру. Путем такого не подбора, ничего, а ключ входит туда, они открывают, все это там зафиксировано. 3 человека в черном. И они заходят в квартиру, выходят, и следом где-то через 10 минут идет наша следственная группа по, значит, обыску данной квартиры. Понимаете? И у меня складывается впечатление, для чего эти заранее за несколько минут, ну, по времени, прошли туда, зашли, и почему наша следственная группа, которая должна была провести обыск, но я так думаю, что там санкций не было, они, значит, хотели пройти и обнаружить те предметы, которые до этого уже закинули вот эти 3 лица. Скорее всего, это было. Это тоже один из, считаю, что возможностей, которые они хотели себе обеспечить для того, чтобы предъявить еще какое-то обвинение Лихачеву. Скорее всего, наверное, может быть, это подброска наркотиков, либо еще там каких-то предметов запрещенных, там оружие, возможно, гильзы и так далее и тому подобное. Ну, но те не зашли в квартиру следственной группы, потому что какой-то, видно, там сразу по записи какой-то сотрудник поднимает телефон, и ему, видимо, сказали, что санкцию не дадут, возвращайтесь назад. То есть не было входов в эту квартиру, то есть обыска не было. То есть данный план не завершен. Мною были у нотариуса заверены протоколы по перепискам, в том числе с Аношиной, с Беловой в Телеграме. И эти протоколы пропали после того, как сотрудники вот эти вот либо полиции, либо неопознанные люди побывали в квартире. То есть, грубо говоря, это были оригиналы доказательств преступления со стороны Аношиной и Беловой. Этих оригиналы пропали. Но, к счастью, мы смогли их восстановить у нотариуса. То есть
скажем так, злоумышленники не смогли уничтожить доказательства таким образом. Бір қарағанда таза бассыздық іспетті. Ал бүгінгі кейіпкерлер айыптап отырған Анушина мен Белованы ақтайтын жазбаларда телеграм арналарына жарияланған болатын. Ол жерде Анушина өзін жәбірленуші ретінде көрсетіп, бұрынғы көңілдесінің істеп отырған қитұрқы әрекеті деп бағалаған. Қалай болғанда бізге хабарласқан кейіпкерлерді былай қойғанда адвокатты да бұл істі жоғарғы лауазым иелері бақылауға алмаса қиын болады деген қорқынышын жасырмай отыр. Я обращаюсь к президенту Казахстана Такаеву, генеральному прокурору Асылову и министру внутренних дел Саденову. Меня 24 числа похитили в городе Алматы и незаконно удерживали в департаменте полиции в городе Алматы, где меня избивали, незаконно удерживали более 3 часов. И что касается меня, я тоже так на сегодняшний день полагаю, что, возможно, это тоже непростые угрозы Анушиной. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы все-таки завтра, если что-то произойдет, то хотя бы вот мое обращение было все-таки зафиксировано. Қалалық прокурорлар бұл істі қадағалауына алдық депті. Бірақ қандай нәтиже шығатыны белгісіз. Біз ешкімді алдын ала айыптамаймыз. Алайда бір нәрсені ашық айту керек. Осыдан 6 жыл бұрын белгілі мәнерлеп сырғанаушы Денис Тенді дәл осы Алматының қақ ортасында көліктің айнасын ұрлаушылардың бірі пышақтап өлтіргені белгілі. Сол уақытта резонанс туып, азаматтардың көбі бұған дейін осындай ұрлық туралы арызданса да нәтиже шықпай келгенін айтып, олардай шулаған еді. Тіпті полицейлер ұрыларды бүркемелейді деп айыптағандар да болды. Президенттің өзі араласқандықтан шығар, сол кезде қалада біраз тәртіп орнағандай көрінген. Қазір қандай екенін кім білсін. Сіздермен болған Хак Медиа арнасы, бізбен бірге болыңыздар.